Так, здравствуйте, уважаемые школьники и учителя. Меня зовут Валерий Михайлович Юркин, я председатель жюри Олимпиады по физике. 23-25 у нас был теоретический и экспериментальный тур. Ребята выполняли задания. Вообще разбор заданий, заданий, правильное решение вы, наверное, уже смотрели. Тот вебинар, который из Москвы передавали. Вот. Ну, со своей стороны я что могу сказать, что в общем, ребята из нашей республики достаточно хорошо выполнили задания Олимпиады, как теоретические, так и практические. Вот. Ну, какие-то классы лучше, какие-то хуже. Но, в общем, можно поздравить даже тех победителей, которые мы еще окончательного решения не приняли, но не сегодня, завтра, значит, они будут известны официально. Вот. Какие основные трудные моменты встретились в ходе этой Олимпиады? Вот я был занят с учащимися 10 класса, я проверял задачи для участников 10 класса. Вот если посмотреть на задачи, которые были предложены десятиклассникам, вот задача номер 1, да. Значит, здесь шарик двигался под действием силы сопротивления, которая зависела, которая была непостоянна, она зависит от скорости. Чем больше скорость, тем больше сила сопротивления. Значит, в этой задаче тело движется под действием переменной силы. Переменная сила, которая всегда направлена против скорости, сила сопротивления. Вот этот момент оказался достаточно трудным для десятиклассников. Как движется тело, если на тело действует переменная сила, а не постоянная? Если мы вспомним второй закон Ньютона, масса умножить на ускорение равняется силе. Если сила у нас переменная, то значит и ускорение, с которым движется тело, тоже будет переменное. Значит, это будет не равноускоренное движение или не равнозамедленное движение, да, а движение с переменным ускорением. Можно ли в этой задаче применять формулы для движения тела с постоянным ускорением? А именно то, что перемещение равняется v нулевое t плюс at квадрат пополам, и скорость равняется начальная скорость плюс ускорение на время. Очевидно, нет, да? Эти формулы применять в этой задаче нельзя. А как же тогда найти скорости и пути в этом случае? Ну, здесь нужен искусственный прием, другой прием. Прием состоит в следующем, что мы разбиваем весь путь на очень маленькие участочки, на такие маленькие участочки, чтобы на каждом участочке ускорение можно было считать постоянно. Да? Вот такой как бы парадокс. Ускорение с одной стороны переменное, она переменная в течение большого времени, а если мы возьмем малый промежуток времени, то если этот промежуток времени достаточно мал, то мы можем считать на этом малом промежутке времени, на этом малом перемещении движение равноускоренным или равнозамедленным. Вот тогда мы можем применять формулы для равноускоренного движения. Мы можем применять эти формулы для каждого малого участочка, а потом, если мы сложим все участочки, то мы получим характеристики для всего движения. И вот тогда оказывается, вот смотрите, значит,
это уравнение, второй закон Ньютона, масса умножить на ускорение, изменение скорости делить на время, равняется силе. Сила у нас пропорциональна скорости. Скорость это путь или малый участок пути делить на время. Вот получается такого рода уравнение, да? Видите, у вас слева в знаменателе стоит малый промежуток времени и справа стоит малый промежуток времени. Если мы их сократим, то получается уравнение такого вида, что масса умножить на изменение скорости должна равняться минус какой-то коэффициент на пройденный путь. Это все для малого участка, да? Для каждого малого участка. Ну и теперь, если мы просуммируем вот эти уравнения от самого первого участка до самого последнего, то мы получим уравнение вот такого вида, что масса умножить на ускорение, на изменение скорости на всем пути равняется минус этот коэффициент умножить на весь пройденный путь, да? Вот получается такое уравнение, из которого мы можем найти связь между тем, как изменялась скорость и какой путь был пройден. Это уравнение вовсе не похоже на уравнение для равноускоренного или равнозамедленного движения. Вот здесь такой самый трудный момент состоит именно вот в этом. Иногда можно решать задачки, в которых ускорение тела не постоянное, а переменное. И тем не менее мы можем найти какой-то там ответ. Так. Вторая задача в 10 классе. Тоже можно сказать несколько слов по поводу этой задачки. Значит, задачка состоит в том, что одна шайба, которая скользит по льду, налетает на другую покоящуюся шайбу. В результате шайбы как-то разлетаются. Но в условиях задачи не написано, вот нарисован только такой рисунок, и надо выяснить, по какой траектории двигалась шайба в начале. По траектории А, по траектории Б или по траектории С. Да? Если она двигалась по траектории А, то шайба разлетается одна по траектории Б, другая по траектории С. Если же шайба вначале двигалась по траектории Б, то после удара одна из шайб движется по траектории А и по траектории С. Ну и третий случай есть. Вот если углы тут вот такие вот, 60 градусов и 135 градусов, то надо выяснить все-таки в начале налетающая шайба двигалась по какой траектории? По А, по Б или по С? Откуда мы это можем узнать? Мы должны применить законы, которые должны выполняться для этого случая. Какие законы выполняются при ударе одной шайбы о другую? Мы знаем, что, во-первых, должен выполняться закон сохранения импульса. Вот он. Импульс налетающей шайбы должен равняться импульсу первой шайбы, которая после удара, и плюс импульс второй шайбы после удара. Да? Обращаю ваше внимание, что это векторный закон. Должен выполняться этот закон в векторном виде. Один из векторов направлен, скажем, по оси А, другой по оси Б, третий по оси С. Но какой из них по какой оси нам пока неизвестно. Вот. Так что из закона сохранения импульса мы пока не можем сказать, какой из этих трех случаев выполняется. Но если мы, кроме закона изменения импульса, еще применяем закон сохранения энергии, тоже должен выполняться, то закон сохранения энергии будет выглядеть так. Вот эта кинетическая энергия налетающей шайбы должна равняться кинетической энергии первой шайбы после удара, плюс кинетическая энергия второй шайбы после удара, плюс количество энергии, которое перешло в тепло в результате столкновения шайб. В этой задаче у нас удар не абсолютно упругий, часть энергии переходит в тепло. Вот теперь, с одной стороны, начальный импульс P0 должен равняться P1 плюс P2, это закон сохранения импульса. А с другой стороны, из закона сохранения энергии, тут все величины положительные, да, это уже скалярное уравнение.
P0 делить на 2m должно быть больше, чем сумма вот этих P1 и P2. Так вот, комбинируя уравнение закон сохранения импульса и закон сохранения энергии, мы выясняем, что угол разлета между шайбами после удара должен быть обязательно острый. Косинус альфа должна быть положительная величина, значит альфа должно быть от 0 до 90 градусов. Вот это из комбинации закона сохранения импульса и закона сохранения энергии. Смотрим на наш рисунок, где тут у нас острый угол. Острый угол только один, вот этот, 60 градусов. Отсюда следует, что налетающая шайба должна двигаться по траектории B, и после удара первая шайба движется, скажем, по направлению А, и вторая по направлению С. Вот таким образом мы можем из трех возможных случаев выбрать правильный случай, тот, который на самом деле происходит. Ну а дальше поступаем стандартно. Закон сохранения импульса — это векторный закон. Выбираем оси, пишем проекции на оси x и y. Получаем два уравнения. Третье уравнение — это закон сохранения энергии. Из этих трех уравнений мы можем найти ту величину, которая спрашивается в задачке. Вот интересная задачка третья. Задачка газировка. В сосуде налита вода и сверху углекислый газ, закрытый поршнем. Известно, что если сверху у нас газ и тут жидкость, то часть газа под давлением переходит в жидкость и растворяется в жидкости. Так что здесь у нас получается газ, у нас углекислый газ. Углекислый газ содержится как в газовой фазе, так и внутри воды, да, будет содержаться. Сколько газа переходит из газовой фазы в жидкость, это зависит от давления газа, ну и от того, что это за газ. Значит, в условии написано, что масса газа, которая растворяется в жидкости, прямо пропорциональна давлению этого газа, закон Генри. Вот мы должны использовать этот закон Генри, чтобы узнать, сколько газа из газовой фазы перейдет в жидкую фазу и растворится в жидкости. Ну, тут рассматривается три случая, когда сверху просто атмосферное давление, значит давление газа равно атмосферному давлению, сколько-то газа перейдет в жидкость. Если мы положим на поршень гирю, увеличим давление, то, значит, при увеличенном давлении больше еще какая-то часть углекислого газа перейдет в жидкость. Если мы положим, тут написано, еще одну гирьку, то, значит, еще какое-то количество газа перейдет в жидкость. Ну и, наконец, тут спрашивает, какой груз надо положить на поршень, чтобы весь газ растворился в жидкости. Значит, это давление должно быть достаточно большим, да, таким, чтобы весь газ, который находится вот между поршнем и водой, он весь перешел в воду. Ну, значит, используем закон Генри каждый раз. Тут получается, сначала газ находился в первом состоянии, потом во втором, потом в третьем и, наконец, в четвертом. То есть мы можем описать 4 случая на этой картинке. Во всех 4 случаях известно, ну, мы должны написать, какое будет давление газа. Она состоит из внешнего давления и давления, которое оказывает поршень. И должны написать, сколько молей газа растворится в этой жидкости. Вот такая интересная задача, когда масса газа или количество молей газа между поршнем и водой не постоянно, а изменяется в зависимости от того, каково будет давление поршня. Да? Чем больше давление поршня, тем большая часть газа переходит в жидкость. Вот это надо учесть при решении задачи.
Так, вот задачка достаточно интересная тоже, но достаточно сложная задачка. Вот в жидкости плавают два шарика. Более легкий шарик наверху, более тяжелый шарик внизу. Они соединены нитью. Они соединены нитью. Когда жидкость покоится, все покоится, то нить у нас вертикальная. И натяжение нити какое-то, значит, Т0. Сила натяжения нити Т0. Все находится в равновесии. Теперь что делает? Теперь раскручивают этот сосуд вокруг вертикальной оси. Значит, сосуд будет раскручиваться, вода будет раскручиваться. Что тогда произойдет? Тогда уровень воды будет у нас не горизонтальный, а вот иметь такую форму. Вода на краях поднимется выше, в середине будет пониже, да? Если вы размешивали чай в стакане и посмотрели, то, значит, уровень воды вот имеет такую форму. По краям поднимается, а в середине, значит, у нас ямка. Как тогда будут плавать вот эти два связанных шарика, если вся эта система будет вращаться? Ну, тяжелый шарик под действием центробежных сил будет отбрасывать в сторону, да, от оси вращения. И чем быстрее мы будем вращать, тем дальше будет шарик отходить. Он будет тянуть за собой более легкий шарик. И в конце концов, вот это два шарика, соединенные нитью, будут висеть как бы вот под некоторым углом альфа. Вот написано, что после того, как система пришла в состояние равновесия, нить оказалась натянутой под углом альфа к вертикали. Значит, шарик будет отходить от оси вращения, вот этот тяжелый шарик. До каких пор он будет отходить? Оказывается, если проанализировать эту задачу, он будет отходить до тех пор, пока не упрется в стенку. Значит, этот шарик будет находиться рядом со стенкой, касаться стенки, и под каким-то углом будет натянута нить, и второй верхний шарик будет находиться здесь. Ну, дальше как решаем задачу? Надо рассмотреть все силы, которые действуют на эти шарики. Когда жидкость покоится, то все силы понятны, как действуют. Сила тяжести направлена вниз, сила Архимеда направлена вверх, но сила натяжения, действующая на нижний шарик, направлена вверх. На верхний шарик сила тяжести направлена вниз, сила Архимеда направлена вверх, сила натяжения нити направлена вниз, да? Вот мы можем написать равновесие для каждого шарика. Но здесь все просто. А вот как написать или как нарисовать силы, которые будут действовать на шарике во время вращения, когда вся эта система вращается? Ну, сила тяжести по-прежнему направлена вниз, сила натяжения нити направлена вдоль веревочки, вдоль нити. А вот куда направлена сила Архимеда? Вот большинство учащихся делают ошибки, они думают, что сила Архимеда тоже будет направлена вертикально вверх, что это будет выталкивающая сила, направленная вертикально вверх. На самом деле нет. Так как жидкость у нас не горизонтальная, имеет форму не горизонтальной плоскости, а вот такую вот форму, да, кривую какую-то, то сила Архимеда направлена теперь уже не вертикально вверх, а вот под каким-то углом перпендикулярно поверхности. Сила Архимеда будет направлена не вертикально вверх, а вот куда-то под углом. Шарик будет выталкиваться не точно вверх, а вот куда-то туда будет выталкиваться. Поэтому, если вы нарисуете силу, выталкивающую силу, направленную вертикально вверх, то это будет неправильно, вы не найдете решения. Вот в этом и заключается основная трудность в этой задаче. Надо выяснить, куда направлена сила Архимеда. Тогда под действием трех сил каждый шарик вращается по окружности, имея центростремительное ускорение. Ускорение направлено по горизонтали. Вы пишете второй закон Ньютона для каждого шарика. Вот видите, посмотрите на рисунок. На нижний шарик действует сила тяжести вниз, сила натяжения нити вверх. И вот куда-то сюда действует сила Архимеда. На нижний шарик.
На верхний шарик действует сила натяжения нити вдоль нити, сила тяжести вертикально вниз. И вот куда-то сюда действует сила Архимеда, действующая на верхний шарик. Видите, сила Архимеда, действующая на нижний шарик, и сила Архимеда, действующая на верхний шарик, они направлены не одинаково. Потому что этот шарик вращается по окружности меньшего радиуса, этот шарик вращается по окружности большего радиуса. Здесь глубина как бы больше, чем здесь, да? Поэтому направления сил Архимеда отличаются. Вот в этом состоит тут главная трудность, чтобы разобраться с этими силами, куда направлены эти силы и чему они равны. И чему они равны. Ну и, наконец, пятая задачка в 10 классе была такая, что внутри черного ящика находится резистор обычный, диод, идеальный диод, у которого вольтамперная характеристика имеет такую форму. Что это означает? Что при малых напряжениях диод ток не пропускает, да? Ток равен нулю. И только начиная с какого-то напряжения У0, диод открывается и может пропускать какой угодно ток. Вот идеальная характеристика диода. Ну, вольтамперная характеристика обычного сопротивления — это прямая, проходящая через начало координат. Напряжение равняется ток умножить на время, прямо пропорциональная зависимость, да? И кроме того, внутри еще находится некоторый нелинейный элемент, у которого неизвестна вольтамперная характеристика. Вот такая задача. Итак, значит, внутри находится резистор, диод идеальный и неизвестный нелинейный элемент. Как они соединены, пока неизвестно внутри черного ящика. Но вольтамперная характеристика всего черного ящика выглядит вот так, как вот нарисовано на рисунке. Задача состоит в том, чтобы выяснить, какова вольтамперная характеристика нелинейного элемента, как выглядит отдельно вольтамперная характеристика нелинейного элемента. Раз. И какие значения может принимать вот это напряжение открытия диода. Если вы переберете все возможные случаи, какие могут быть, с помощью которых вот может быть собран этот черный ящик, то выясняется, что единственная возможность вот такую вольтамперную характеристику получить тогда, когда элементы собраны вот по такой схеме. Резистор и диод параллельно друг другу, и к ним подсоединен какой-то вот этот вот неизвестный элемент, нелинейный элемент, да? Вольтамперная характеристика вот этой части схемы, резистор с диодом, у него вот выглядит вольтамперная характеристика так вот. Сначала, когда напряжение маленькое, то ток течет только через резистор. Вот у нас вольтамперная характеристика резистора, да? И когда напряжение станет равно напряжению открытия диода, тогда весь ток уже пойдет через диод и может быть какой угодно. Вот вольтамперная характеристика вот этой части схемы. С другой стороны, нам в условии задачи написано, вот дана вольтамперная характеристика всей схемы. Вот вся схема имеет вот такую вольтамперную характеристику. Как, зная вольтамперную характеристику всей схемы и зная вольтамперную характеристику вот этой части, найти вольтамперную характеристику неизвестного элемента? Но это довольно просто, потому что что? Когда течет ток, то ток, текущий через эту часть схемы и эту часть схемы, один и тот же. Это последовательное соединение. С другой стороны, напряжение на этой части схемы плюс напряжение на этой части схемы в сумме должно равняться напряжению на всей схеме, да? Так что, если вольтамперную характеристику из вольтамперной характеристики всей схемы вычесть вольтамперную характеристику вот этой части, то мы получим вольтамперную характеристику неизвестного элемента. Вот этого.
Трудность заключается в том, что заранее неизвестно, чему равняется У нулевое, при каком напряжении открывается вот этот диод. Поэтому надо проанализировать вот эту вот вольтамперную характеристику, которая нам дана, и выяснить, какие значения может принимать вот эта величина У нулевое. От 0 там, до 2, от 2 до 4, от 4 до 6 или больше 6. Но в результате выясняется, что вольтамперная характеристика диода, максимальное напряжение, при котором может открываться диод, это 3,5 вольта. Больше чем 3,5 вольта вот У нулевое быть не может. Вот для 3,5 вольта вольтамперная характеристика вот нарисована. Да? Это вот общая вольтамперная характеристика. Вот пунктиром нарисована вольтамперная характеристика резистора вместе с диодом. Если вычесть, то получится вот эта точками вольтамперная характеристика нелинейного элемента, что и требовалось найти. Вот такая задача электрическая. Нужно анализировать падение напряжения на каждом элементе, ток, который течет через каждый элемент. И самое главное выяснить, что единственная схема, которая может быть только вот такая. Вот такие были, например, теоретические задачи в 10 классе. Я не буду рассказывать про все классы, только про 10. Так. Если говорить про экспериментальный тур, я опять же буду говорить про задачи 10 класса. Вот задачка для 10 класса была такая. Давалась черный ящик, непрозрачная коробка, в котором было насыпано какое-то количество пшена. Надо определить, сколько пшена насыпано в эту коробку. Ну, раз это черный ящик, то заранее определить невозможно, естественно. Нужно, что тут дается для того, чтобы... Дается другая еще прозрачная коробка из-под тик-така, в котором тоже насыпано сколько-то пшена. И вот тут вот важная написана фраза, что эта прозрачная коробочка выдана вам для качественного понимания процессов, происходящих внутри непрозрачной коробки. И прозрачную коробку нельзя использовать в качестве оборудования. То есть нельзя ее применять для всяких количественных измерений. Вы просто можете держать в руках, экспериментировать, крутить ее и использовать только качественные результаты с прозрачной коробкой. Значит, когда вы наклоняете, что там происходит с пшеном, как сильно надо наклонить эту коробку, чтобы пшено там начало пересыпаться, например, внутри коробки. Вот это вы видите на примере прозрачной коробки. И вам нужно каким-то образом узнать, сколько пшена находится в закрытой коробке. Вот. Естественно, закрытую коробку вскрывать нельзя, да? А прозрачную коробку можно использовать только для качественного понимания процессов, которые могут происходить в непрозрачной коробке. Значит, идея какая? Идея какая такая, что вот если мы этот черный ящик, непрозрачную коробку будем класть, например, на наклонную плоскость, да, и будем увеличивать этот угол, то что может происходить? Во-первых, коробка может съезжать по этой наклонной плоскости, но для того, чтобы она не съезжала, тут можно поставить маленький упор из скрепки, которая там дана. Значит, она может только переворачиваться. Значит, мы можем добиться такого угла, чтобы эта коробка начала переворачиваться. Этот угол можно измерить. Второй очень важный момент. Мы должны знать, когда коробка будет переворачиваться,
уровень пшена внутри этой коробки будет иметь вот такой вид, или пшено раньше начнет пересыпаться, прежде чем коробка начнет переворачиваться. Вот для этого и дана прозрачная коробка, другая прозрачная коробка, в которой вы можете экспериментировать. Если поставить прозрачную коробку на такую же наклонную плоскость, то оказывается, эксперимент нам показывает, что пшено не пересыпается. Так что, когда вот эта коробка начнет кувыркаться, то пшено еще будет иметь вот такую форму. Из этого опыта что мы можем определить? Из этого опыта мы можем определить, найдем такой угол, при котором коробка начнет опрокидываться. Да? Когда она начнет опрокидываться? Когда центр тяжести пшена будет находиться точно вот над этим углом. Так что если мы найдем этот угол, да, проводим вертикаль, и центр масс пшена, который находится внутри закрытого ящика, должен находиться на этой вертикали. С другой стороны, если это у нас прямоугольник, то где находится центр масс? На пересечении диагоналей, правильно? Так что, если мы этот угол найдем, вот это вот расстояние, скажем, мы можем измерить, то мы можем найти и высоту центра масс пшена, который насыпан внутри этой коробки. Центр масс находится на половине высоты, общей высоты. Так что мы можем определить и общую высоту пшена внутри этого черного ящика. То есть мы можем найти объем, который занимает пшено внутри черного ящика. Да? Теперь, как узнать, сколько там этих зерен пшена? Значит, надо узнать размеры каждого зернышка. И если мы поделим общий объем на размер одного зернышка, то, казалось бы, мы получим число зернышек. На самом деле это тоже неправда. Почему? Потому что между зернышками имеются промежутки, поэтому объем всех зернышек не будет равен вот этому объему, правильно? Потому что это объем зернышек вместе с промежутками. Как узнать, каков объем самих зерен и каков объем этих промежутков? Каков объем этих промежутков? Ну, для этого мы можем себе представить, как эти зернышки пшена упакованы внутри коробки. Можно рассмотреть разные варианты этой упаковки. Можно считать, что зернышки расположены в вершинах куба, и в середине куба находится еще одно зернышко. Да? Тут вот нарисовано, что зернышки маленькие, на самом деле они достаточно большие и почти прилегают друг к другу. Получается такая плотная упаковка. Тогда мы можем рассчитать, какой объем занимают сами зернышки и какой объем занимает пустота между зернышками. Другой случай, когда зернышки упакованы таким образом, что на вершинах куба находится по одному зернышку, и в центрах грани этих кубов тоже находится по одному зернышку. Это называется границентрированная решетка. И, наконец, можно считать, что просто в вершинах кубов находится по одному зернышку и все, да? Казалось бы, тут три разных варианта, но они не сильно, оказывается, отличаются. Соотношение между объемом, который занимают зерна, и объемом пустоты тут практически не сильно отличается. В первом случае это 0,68, в другом 0,74, в третьем случае 0,52. Можно в среднем сказать, что примерно вот в реальности 0,62 где-то. Так что это означает? Что 62% занимает само зерно, и 38% это пустота. Поэтому возвращаемся назад. Когда вы найдете общий объем, определите общий объем вот этой части, то вы из них возьмете всего лишь 0,62. 62% это будет объем чисто зерна.
Теперь вот если этот объем поделим на объем одного зернышка, то мы получим количество зернышек. Да? В наших экспериментах количество зернышек было примерно 20 тысяч. 20 тысяч зернышек получаем. Как найти размеры одного зерна? Еще тут очень интересный вопрос. Как найти размеры одного зерна? Объем одного зерна — это, считаем зернышко круглым, шариком. Объем равняется πd в кубе делить на 6. d это диаметр зерна. Как определить диаметр одного зерна? Достаточно точно. Естественно, надо измерять не одно зерно, надо выложить ряд из достаточно большого количества зерен вплотную друг к другу, померять расстояние, длину, которая занимает, скажем, там 100 зернышек. Общую длину поделим на 100, мы получаем диаметр одного зерна. Да, это будет наиболее точное измерение. Зная диаметр одного зерна, мы можем найти объем одного зерна. Вот получается примерно полкубического миллиметра объем одного зерна. Вот таким образом мы можем, не залезая в черный ящик, определить, сколько там зернышек в этом черном ящике. Вот я рассказал вам задачи, которые были в 10 классе. Почему? Потому что, еще раз говорю, у нас в нашем жюри было 5 членов жюри, каждый проверял свой класс. Я проверял 10 класс, поэтому я наиболее подробно рассказал вам про задачи 10 класса. Но если вы интересуетесь задачами других классов, вы можете посылать нам вопросы в ближайшие дни, и мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Благодарю за внимание.